Победительница номинации «Лучший терапевт» Елена Алтынбаева по должности врач-физиотерапевт Ухтинской физиотерапевтической поликлиники. По совместительству заведует и профильным отделением. За 20 лет работы в медицине она попробовала себя в разных ее направлениях. В том числе работала и продолжает работать с маленькими пациентами. Кстати, сама она мама 3 детей и победитель республиканского конкурса «Лучшая многодетная семья-2010». Поэтому опыт работы с малышами имеет большой и не только профессиональный. Вообще я взрослый доктор. То есть я закончила лечебный факультет и никогда не думала, что моя работа будет связана как-то с детьми. Но так сложилась судьба, что на сегодня мой прием почти на 70% это дети. И я их очень люблю. И мне даже кажется, что с детьми мне легче, чем со взрослыми. А между тем, в детстве Елена Алтынбаева мечтала стать стюардессой. Манила высота, признается доктор. Но все же выбрала медицину. И в ней тоже достигла немалых высот. Елена – автор собственной методики лазеротерапии в лечении аденоидов. Автор и руководитель медико-социального проекта «Здоровый позвоночник». К особым профессиональным достижениям за последнее время она относит свою работу в сфере медицинской реабилитации. Прошла несколько различных циклов обучения, и теперь действительно понимаю, что это и к чему нужно двигаться. Я была на стажировке в Финляндии, в Швеции, где видела, как поставлена медицинская реабилитация в Европе. И мне есть к чему стремиться. Я была также на стажировке, а потом была приглашена врачом-консультантом в Центр детской юношеской реабилитации «Мир» в городе Таганрог Ростовской области, и где я и училась, и в то же время участвовала непосредственно в введении детей и взрослых в процессе реабилитации. Работа, которую представляли доктора для участия в конкурсе «Лучший врач года», это, по сути, отчет о деятельности и своих профессиональных достижениях за ближайшие 3 года. Победитель в номинации «Лучший руководитель медорганизации», заместитель главного врача Ухтинской городской больницы номер 1 Ольга Чистикова в своей конкурсной работе по большей части описывала достижения всего коллектива медучреждения, потому что ее ежедневный труд сводится как раз к координации слаженной работы всего больничного аппарата. Сейчас, по прошествии стольких лет, мне кажется, проще в каком-то плане работать рядовым врачом. Я за себя отвечаю, есть опыт и так далее. Организовывать бывает сложнее. Наверное, кому как. Если коллектив хороший, не так сложно, а коллектив Ухтинской городской больницы замечательный, поэтому на работу я иду с удовольствием. В профессии Ольга Евгеньевна почти 40 лет. А начинала она в сельской больнице Архангельской области. В 25 лет ее назначили главврачом. С малым опытом за плечами, в отрыве от цивилизации, без возможности советоваться с более опытными специалистами было сложно. Но трудности только закалили. Нас было больше 10 человек. И все с небольшим опытом и стажем работы. В этом плане приходилось сложно консультироваться с Архангельском, с центральной районной больницей, которая находилась на расстоянии 9 километров. Были сложности. И этот опыт, конечно, остался на всю жизнь. Того же мнения и офтальмолог Лилия Киселева. Она убеждена, врачами не становятся, а рождаются. Это совокупность черт характера, а в процессе учебы в медицинском вузе уже прорабатывается техническая сторона. Выпускница Пермского медицинского вуза, в профессии она с 2001 года. В этом году Лилия Киселева подтвердила первую врачебную категорию. А получение еще и звания лучшего врача для нее эффективный стимул совершенствоваться дальше. Хочется соответствовать званию лучшего врача республики. То есть ответственность какая-то появляется за свою работу. Хочется быть выше. Планка становится выше для себя самой. Премия «Врач года» на протяжении многих лет имеет статус республиканского значения и является вторым отборочным этапом проведения всероссийского конкурса. Все обладатели этих высоких врачебных званий получили награду в размере 50 тысяч рублей. Но главное, пожалуй, все же осознание значимости своего труда. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.